А вы знали, что в Эстонии у нас продается хлеб ржаной, треугольный, с морковкой? И знаете, как про него написано? Что это морковный хлеб по секретному рецепту, по заячьему секретному рецепту. Пробовал кто-нибудь из вас такой треугольный? А еще есть хлеб со свеклой, тоже ржаной, треугольный, со свеклой. Евро 75 стоит он, а с морковкой евро 65. Ну, конопляный веселый хлеб, наверное, знают и видели все с коноплей. А еще есть у нас хлеб килограммовый вот такой, который есть невозможно, есть нельзя. А он продается для чего? И стоит 3,79, лежит килограммовый хлеб. Он твердый, как камень, и об него просто сломаем зубы. Для чего же он продается, зачем он нужен? А вы знали, что из него надо сделать или квас, или пиво? Ингредиенты такого хлеба — это порошок ржаного солода, вода и ржаная мука. Здесь целый килограмм и инструкция, как этот квас или пиво сделать. Килограмм хлеба для домашнего приготовления пива или кваса разломать на куски, завязать в марлю, сверху налить 10 литров кипящей воды. Дать жидкости постоять с закрытой крышкой емкости в течение нескольких часов, затем марлю с содержимым удалить, добавить в емкость сахара. Здесь написано, сколько и чего добавить, почитайте. Но остановите кадр, если кому-то надо. Вот так вот. И для получения кваса жидкость выдерживать 5-10 часов в тепле, а потом переместить в холодильник. А для получения пива перелить в емкость для брожения и оставить бродить в теплом месте на 12-24 часа. Затем емкость закрыть и переставить для созревания в прохладное место. Вот так.